Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами старший помощник Канашского районного прокурора Тимофеева Раида Михайловна. Федеральным законом от 27 декабря 2018 года внесены изменения в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях. Предусмотрена возможность восстановить 20-дневный срок для уплаты административного штрафа по отдельным нарушениям правил дорожного движения с 50% скидкой. Речь идет о случаях, когда копия постановления о назначении штрафа, направленная заказным письмом, поступила адресату после истечения 20 дней со дня вынесения. Закон дает возможность восстановить указанный срок по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности. Определение об отклонении указанного ходатайства можно обжаловать. Тем самым реализована правовая позиция Конституционного суда, который признал положение, исключающее возможность восстановления срока, неконституционным. Федеральным законом от 27 декабря 2018 года внесены изменения в статью 9 Федерального закона об исполнительном производстве. С 25 тысяч до 100 тысяч увеличен максимальный размер задолженности, при которой взыскатель может направить исполнительный документ для удержания денежных средств в организацию или иному лицу, выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи. Санкции остаются прежними. Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон о введении в действие части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Гражданским кодексом Российской Федерации предусматривает особые правила наследования для нетрудоспособных лиц. Например, дети, супруги, родители, иждивенцы, наследодателя, относящиеся к данной категории, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, так называемая обязательная доля. Нетрудоспособными лицами считаются в том числе и пенсионеры. В связи с повышением пенсионного возраста особый порядок наследования решено сохранить за женщинами и мужчинами, достигшими 55 и 60 лет соответственно. Федеральным законом от 27 декабря 2018 года о внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона о связи принят закон об отмене с 1 июня 2019 года национального и внутрисетевого роуминга. Операторы мобильной связи в своей сети должны устанавливать одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту, независимо от того, в каком регионе России он находится. Закон отменяет плату за входящие вызовы, кроме случаев, когда вызываемый абонент находится за рубежом. Указанный федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2019 года. Федеральным законом от 27 декабря 2018 года внесены изменения в статьи 6 и 11 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Такой гражданин не вправе по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах либо вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого выдано разрешение. Указанный запрет не распространяется на участников государственной программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Федеральным законом от 27 декабря 2018 года номер 557 внесены изменения в статью 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Установлено, что в случае вовлечения несовершеннолетнего, участия в несанкционированных собраниях, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, на граждан будет налагаться административное наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или обязательных работ на срок от 20 до 100 часов или административного ареста на срок до 15 суток. Для должностных лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Канашская межрайонная прокуратура защитила жилищные права жителей города Канаш. Канашской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращениям 2 сирот о нарушении жилищных прав. Установлено, что они в 2014 году были поставлены на учет в качестве нуждающихся в получении жилых помещений, однако администрацией города Канаш меры к обеспечению их жильем не приняты. По результатам проверок межрайонным прокурором в Канашский районный суд направлены исковые заявления об обязании администрации города Канаш предоставить сиротам благоустроенные жилые помещения по договору найма специализированных жилых помещений общей площадью не ниже установленных социальных норм. Канашским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.